Сохранить и приумножить богатство национальной культуры и языка сегодня становится важной задачей. Одна из тех, кто активно работает в этом направлении, Марина Цгоева. Талантливый педагог, автор уникальных методик и преданная делу популяризации астинского языка и литературы. Ее педагогическая деятельность, инновационные подходы и искренняя любовь к родной культуре вдохновляют не только детей, но и коллег. Сегодня Марина – гость нашей студии и расскажет о своем профессиональном пути, достижениях и что нужно сделать, чтобы сохранить астинское наследие для будущих поколений. Марина, добрый вечер. Я рада приветствовать вас сегодня в нашей студии. Здравствуйте. Марина, около 20 лет назад ты приняла решение, которое перевернуло твою жизнь, насколько я знаю. Почему сохранение родного языка – это для тебя не просто профессия, а миссия? Вы абсолютно правы. Вот уже 19 лет я работаю в детском саду номер 5 города Беслан. И ни один день не пожалела о том, что я выбрала именно эту профессию. Наверное, почти с первых дней я поняла, что здесь на мне лежит огромная миссия. И учитель, и воспитатель родного языка, он понимает, какая большая ответственность на нем лежит. Сохранить язык. И, конечно же, у нас, как у воспитателей, на первый план выходит патриотическое воспитание, потому что мы все-таки в первую очередь воспитываем. Конечно же, ни дня, наверное, я скажу так откровенно, что я не пожалела о том, что я пришла в эту профессию, потому что с юных лет я пишу сказки и стихотворения на родном языке. И, безусловно, вот это творчество мое, оно мне помогало в моей работе, потому что 19 лет назад у нас не было столько методик, у нас не было методичек, да, где-то не было даже материалов, мы сами вырезали, клеили. И вот именно тогда я могла написать коротенькие стихотворения, я могла написать физминутку или коротенькую сказочку для детей, да, которая именно пригодится мне на определенном занятии. А дальше уже, конечно же, я вместе со своими коллегами старалась именно, чтобы дети полюбили язык. Ведь на нас лежит большая ответственность, да, сохранить язык. Носитель языка, он автоматически является и носителем культуры, носителем традиций. Именно через язык является проводником, да, вот именно этим проводником, через который мы передаем культуру и традиции астинского народа. Да. Язык, он ведь это как память можно рассматривать, да? Память и проводник между прошлым и будущим. И именно поэтому говорят, что вот культурный код это именно является язык культурным кодом народа. Какие личные достижения и опыт помогли тебе стать успешным педагогом и участником различных конкурсов? Ну, как я сказала, моя писательская деятельность, я начала с нее, ведь с самого начала я сначала участвовала в творческих конкурсах. Я начинала с таких конкурсов, как «Лучшее стихотворение на родном языке», «Лучшая сказка на родном языке», да, конкурс чтецов. Я побеждала во многих конкурсах и даже один раз победила на конкурсе, где читала свое стихотворение своего собственного сочинения. Да? Начинала оттуда, а потом потихоньку что-то меня сподвигло к тому, чтобы я именно уже в педагогическом конкурсе поучаствовала. А педагогический конкурс – это совсем другой уровень. Педагогический конкурс – это на самом деле очень серьезное дело. Ведь когда ты готовишься именно к педагогическому конкурсу, тебе над собой нужно очень долго, очень много, очень сильно поработать. И когда человек над собой работает, каждый знает это, как он потихоньку он растет. Да, что и происходит с каждым участником конкурса. Ведь в начале конкурсного пути и в конце конкурсного пути, если сравнить человека, да, это абсолютно две разные личности уже. Марина, хотелось бы поговорить о методиках и авторских разработках для обучения астинскому языку и литературе. То, что вот я раньше придумывала, да, это у меня есть, да, но помимо этого в прошлом году, когда я ехала на конкурс, у меня была такая разработка, да, это различные геометрические фигуры, это и квадрат, и треугольник, и круг, где на стенках располагались разные рисунки в зависимости от тематики, да, тематические рисунки, это значит различные темы к занятиям нашим, да. Помимо этого, вместе с родителями мы отправились на станцию юных техников, да, нас пригласили туда на экскурсию.
И там как раз вот мы научились на дереве выжигать разные фигуры, разные рисунки вместе с детьми и родителями. И тут же у мастера рядом были такие деревянные кубики. И один ребенок подбежал, значит, к кубику и просит свою маму: «Мама, мы можем вот на кубике тоже нарисовать солнце, горы». Вот так и возникла эта идея. И также в дополнение мы также сделали набор деревянных кубиков, которые так и назвали «Моя Осетия», где каждый кубик — это уже непосредственная тоже тема, только касательно вот нашей Осетии. То есть там и одежда, и предметы быта, и даже нардские сказания. Вот такие разные кубики у нас тоже есть. И вот это одна из методик, одна из педагогических находок. Это средство для мотивации к изучению родного языка у детей дошкольного возраста. В прошлом году на конкурс как раз я отправилась именно с этим материалом. А вот в этом году уже у меня будет совсем другая методика, другой материал. Не могу не спросить, как проходит подготовка к всероссийскому конкурсу «Лучший учитель родного языка и литературы». В этом году конкурс будет проходить в Бурятии. В сентябре в Бурятию мы отправимся вместе с учителем осетинского языка, с Бегаевой Мариной из города Ардон. И, конечно же, это для нас очень волнительный этап нашей жизни, потому что такая подготовка серьезная ведется. Все-таки представлять республику на таком грандиозном конкурсе, на таком масштабном конкурсе, где все происходит на наивысшем уровне, да, это, конечно, большая ответственность, мы это понимаем, какая ответственность на нас лежит, и мы приложим все силы, и даже по сей день прикладываем все силы, усиленно готовимся, да. И, конечно же, на этом конкурсе со всей России будет представлено как и воспитателей, более 30 человек, так и учителей свыше 70. Поэтому вот этот конкурс, он такой масштабный, такой грандиозный. Ведь лучшие практики со всей России, просто вдумайтесь, со всей России, лучшие практики по обучению детей родному языку. Произойдет такой грандиозный обмен, такой грандиозный опыт мы получим, что это вообще ни с чем не сравнимо в жизни педагога, я так считаю. И именно такие конкурсы, они способствуют росту, личностному, профессиональному росту. Это очень развивает, это очень мотивирует. Ведь в прошлом году я тоже находилась на этом конкурсе. Все, что я видела, все записывала, все фотографировала. И, конечно же, когда я начала здесь уже работать со своими детьми, вы не поверите, я уже начала потихоньку внедрять и применять. И я увидела тоже результат. Поэтому, конечно же, эти конкурсы, они способствуют росту. Я знаю, что вот вы сказали, что в этом году в Бурятии пройдет, если не ошибаюсь, да? Очень бы хотелось, чтобы в следующем году этот конкурс прошел именно в Северной Осетии. Я вам от души этого желаю, чтобы вы выиграли. Как раз учительница осетинского языка в 23-м году стала победительницей и привезла к нам в Северную Осетию конкурс. И именно с 23-го года в этом конкурсе лучший учитель родного языка и литературы участвуют именно воспитатели, дошкольные работники, да, воспитатели по обучению родному языку. То есть получается, что для нас, для воспитателей, этот конкурс совсем еще молодой, да, и от этого еще волнительнее, потому что такого грандиозного опыта нет ни у кого из нас по всей России. Но когда видишь масштаб этого конкурса, когда становишься частью этого грандиозного мероприятия, ты себя чувствуешь, как будто ты всю жизнь в этом конкурсе. Все такие родные, все такие, честно, вот, невозможно передать эту атмосферу праздника. И именно в 23-м году учитель Аланской гимназии к нам привез этот конкурс, потому что именно она, учитель осетинского языка, она стала победительницей. Это впервые, по-моему, да, за всю историю Северной Осетии. И мы, конечно же, все Осетии, мы очень радовались. У нас такая большая гордость, да, эта гордость переполняла. Я смотрела, наверное, каждого жителя нашей республики, да, такой грандиозный
серьезный конкурс, чтобы проходил у нас в Северной Осетии. Мы очень будем стараться, чтобы вернуть его обратно. Насколько я знаю, это молодой педагог Саланской гимназии. Конечно, было очень приятно узнать, что она стала лучшей в стране. На твой взгляд, как современные мультимедийные технологии помогают в сохранении и популяризации остинского языка среди подрастающего поколения? Я не знаю, как вот другим, да, педагогам, но мне в настоящее время очень помогает анимация. И именно вот анимацию я выбрала как основной инструмент, который я буду представлять на всероссийском конкурсе. С анимацией я сама познакомилась не так уж и давно. Я обучилась буквально в начале года, благодаря Альбине Хабаевой, которая выиграла грант, и обучила и педагогов, и учителей, и даже студентов анимации. Как только я вернулась в свой детский сад, в стены родного детского сада, конечно же, я начала экстренно внедрять анимацию, потому что она мне самой запала в душу, очень сильно мне понравилось. И я как-то вдохновилась, и мне показалось, что это очень мощный инструмент для того, чтобы вот мотивировать детей к изучению родного языка. И, наверное, и моя интуиция, она меня не подвела. На самом деле это оказалось так, потому что когда дети просто увидели готовый продукт, свой небольшой, коротенький мультфильм, но когда они его увидели, мультфильм, который они сделали своими руками, сняли, и озвучка тоже была тоже их голосами, это был, я не знаю, такой праздник. И такая мотивация для тех, кто не участвовал, ведь все не могут поучаствовать разом. И мы сделали небольшие группы и решили по очереди делать разные мультфильмы, да, снимать, что они уже все готовы, они все просят, и я очень рада. Я считаю, что это эффективный инструмент в наше время. Знаете, сейчас такой 21 век, цифровизация кругом, и несмотря на то, что очень много есть противников цифровизации, да, я считаю все равно, что в этом свои большие плюсы тоже есть, потому что мы не можем стоять на месте, мы не можем обучать детей так, как я это делала 19 лет назад. Почему? Потому что тогда были другие дети. Сейчас дети своего времени, да, они помимо стен детского сада, да, это социум, они общаются, и они видят, они смотрят, и им это нравится. И если им это нравится, и им это интересно, то мы должны отталкиваться от детей и от их интересов. И я считаю, что педагог должен точно так же развиваться, как и ребенок. Ему нельзя оставаться сзади или стоять на месте. Ему тоже нужно идти вперед, и мне кажется, даже на 2 шага вперед идти перед ребенком, чтобы уже знать наперед, что ребенку может еще вот это понравится, дай-ка я вот этот метод тоже использую для того, чтобы ребенок начал любить родной язык, захотел изучать его, знать его, а через язык он будет знать и культуру, и традиции своего народа. Какие традиционные предметы и элементы остинской культуры представлены в вашем детском саду и как они помогают детям лучше понять прошлое? Конечно, вот я очень рада, я очень счастлива, что в нашем детском саду есть свой музей. Есть какие-то мини-уголки, но это совсем другое. Вот мы с нашими родителями очень часто отправляемся на экскурсии в краеведческий музей, где мы с удовольствием смотрим на различные экспонаты. И я совру, если я не скажу, что, конечно, их там намного больше, чем в моем музее. Но там мы только их видим, и нам о них рассказывают. И здесь у детей нету такой уникальной возможности дотронуться до них. А вот в моем музее, в нашем детском саду, да, у детей есть вот такая потрясающая возможность, где они становятся полноценными участниками образовательного процесса, и они могут как потрогать, поиграть с экспонатами, так и приглашать своих родителей на различные мероприятия. И родители, благодаря этому, они повернулись к нам лицом тоже и стали сами нам дарить тоже какие-то экспонаты. Ну, я знаю, что у вас был такой интересный мастер-класс с детьми, потом захотели и родители. Расскажите, пожалуйста, потому что вот этот мастер-класс можно было только увидеть в свое время, пару десятилетий тому назад, в горной местности, а вы смогли это показать детям сегодня в современных реалиях. Вот как-то вот родительница нам подарила маслобойку, и детям было очень
очень интересно, как же это происходит, как происходит этот процесс все-таки, да, потому что когда ты рассказываешь, да, ну вот рассказываешь и рассказываешь. Как наши предки делали да. это, да, бабушки с дедушками. Здесь, когда мы решили все-таки с детьми это масло взбить, и оно у нас сбилось и получилось, то это был такой восторг и удивление, что дети это рассказали дома, и даже на родительском собрании родители нас тоже попросили, чтобы мы уже совместно вместе с ними взбили снова масло. И, конечно, мы не могли им в этом отказать. Помимо масла мы еще и сделали осетинские блюда, напекли. И я думаю, это такое мероприятие тоже было у нас очень грандиозное и очень поучительное, как для детей, так и для родителей, что это вот такие мероприятия и сплочают нас. И мы становимся едиными участниками образовательного процесса. Каким образом твоя педагогическая деятельность влияет на формирование национальной идентичности у детей? Я являюсь воспитателем родного осетинского языка. Язык — это идентичность каждого ребенка, как определяется через его язык. А язык — это носитель культуры и традиций непосредственно. И я очень хочу, чтобы вот в последнее время такая тенденция появилась, да, что родители наконец тоже начали быть заинтересованы в том, чтобы ребенок знал язык. Потому что в школе уже появились тоже какие-то требования, и родитель уже заинтересован в этом, чтобы ребенок в дошкольном возрасте знал родной язык. И мне безумно приятно, что сегодня, вот, наверное, влияние есть извне тоже, потому что ведется вот такая работа тоже общественная, социальная работа по популяризации родного языка, и это невозможно не заметить. И меня это очень безумно радует. Марина, не могу не спросить, какие планы и надежды у тебя связаны с будущим развитием преподавания родного языка в Осетии? Планы у меня всегда бывают грандиозные, я пока не буду о них ничего говорить, но я просто очень рада, что в последнее время вот так развивается именно вот популяризация родного языка в нашей республике, развивается. Это говорит и то, что вот у нас создан Центр развития родного языка, да? Это такой тоже большой плюс, где уже разрабатываются различные программы, в том числе и для дошкольных образовательных учреждений, что это нас не может не радовать. Я желаю Северной Осетии просто процветания, чтобы мы всегда знали свой язык. Язык — это душа народа, чтобы он никогда не умер, чтобы никогда не возникло вопроса, не возникло больше такой проблемы, что вот исчезает язык. Пусть он живет всегда, через столетия. Пусть язык, он всегда процветает у нас и живет. Марина, я благодарю вас за то, что сегодня в своем плотном графике нашли время и пришли к нам в студию. До новых встреч и желаю вам от души удачи. Ждем вас с победой. Спасибо, спасибо, до свидания.